Уважаемый суд, дело в том, что я как раз тоже не согласен с позицией, что не изменились обстоятельства. Все-таки, как ни крути, основным мотивом для содержания меня в тюрьме является все-таки тяжесть предъявленных мне деяний, потому что самих деяний как таковых их и нету. Их не было в суде отфиксировано, их не было на стадии предварительного следствия фиксировано, личных ставок не было достаточно прочитать. Но тем не менее, все-таки я, по крайней мере, как мог, как подсудимый по делу, использовал предоставленные мне возможности, достаточно, по-моему, активно представлял в суде свои аргументы. И на сегодняшний день, давайте проанализируем. Да, есть показания свидетеля обвинения Рамаданова о некой казне, которая являлась одним из таких материальных, по версии следствия, моих деяний. Но я даже не знаю, вот можно мои аргументы не принимать во внимание, но я не понимаю, как суд сможет на этих показаниях строить обвинение, принимать обвинительный приговор в отношении меня, потому что Рамаданов заявил здесь в суде, что я распоряжался некими деньгами, именно по Коминсбытресурс, полученными до 2009 года. Вот он подчеркнул «до». Я специально ведь об этом спросил. Да, мне, к сожалению, отказали в истребовании материалов из Сыктывкарского суда как раз по деятельности Коминсбытресурс, но даже того судебного заключения, которое приобщило само следствие, достаточно, чтобы понять, что, да, когда в деле я на него сослался, что, да, приговор Безносикова и Соколова в отношении, что до 2009 года никаких дивидендов Коминсбытресурс не получал. А согласно показаниям Рамаданова, после 2009 года это уже не ко мне. Поэтому распоряжался я нулем. Хоть так, хоть так. Далее. Я сейчас не буду обсуждать и ссылаться на весь этот каминг-аут Москвина. Я и ранее говорил, что по мне, как он пуля из негодного материала для обвинения, так и для защиты. Но еще в ходе первого заседания, его пришествия, вернее, в суд и показаний, он так ничего ведь конкретно не смог. Почитайте стенограмму, там не на чем основываться. Он ничего конкретно, кроме фразы, что когда не было зарублено, всем управлял Чернов, но когда его попросили конкретные примеры привести, сказал, не знает он ничего, это его вот такое предположение. Тоже ничего нет. Теперь, если нет казны, то непонятно, куда давал взятку господин Самойлов и из чего я его выкупал. С этой 290 тоже какая-то ерунда получается. Ну, как давал показания здесь Соколов, но он просто, к сожалению, покойный, и я воздержусь от оценок как его поведения в суде, так и его действий. Но нравится, не нравится. Соколов ездил в Санкт-Петербург, получал деньги и переводил их через свой личный счет. Что мы с этим делать будем? Съедим документы в банк? И рассказывает, что он не знал, что за сделки с автоцентр были произведены расчеты. Они есть в материалах дел и в отчетности Рамаданова. Ну, отчетность мы тоже очень предметно исследовали. Напомню, что она не подразумевает вычленение чего-то. Исчленение чего-то — это электронная формула. Когда мы исследуем вещдоки, то вы увидите, что там будут расчеты и на сегодняшнюю дату, потому что это же электронная таблица. Вот человек не может прийти дома, сесть и просто так из них что-то вычленить, потому что полетит вся бухгалтерия, вся отчет. Поэтому, вот есть такой творческий парень Чехович. Вот вместе со вторым творческим парнем Москвиным, следователем, они наваяли какие-то показания. У них все, вот, уважаемый суд, я попрошу, когда была возможность высказать отношение к обвинению, я ведь говорил, что вот смотрите все показания, у них как-то люди попадают к ним в руки, они сразу начинают понимать, осознавать и чувствовать. Ну такое, эмукиды такие все. Но реально там ничего нет. К чему, за что, где тот рычаг, за который надо уцепиться, чтобы перевернуть землю. Поэтому понятно, что все эти показания посыпались. И в итоге, поскольку я повторяю, я-то сижу, я сразу честно скажу, я это говорил и не раз, для меня там, у каждого свои адаптивные возможности, для меня там
нахождение в тюрьме не самое большое бремя. Неприятно, конечно, но бывали вещи похуже. Поэтому там, это, по-моему, слабое основание, чтобы заставлять меня сидеть больше 3 лет. Знаете, как у крестьянина лошадь была, он экспериментировал, сколько она не может не есть. Неделю, 2, 3, а потом она сдохла. В общем, сижу спокойно себе, приконурился уже как-то. Что касается подготовки к прениям, да ничего страшного, в принципе, тоже я даже уже перестал вас мучить просьбами вывести меня в суд, просто беру в ходе судебного заседания томаты и знакомлюсь себе потихонечку. Но все равно я хочу понять, там какая должна же быть целесообразность. Все взрослые люди, все нормально разговаривают, все живут обычной жизнью. Вдруг раз в 3 месяца совершается какое-то событие, когда все перестает действовать. Одни приходят, говорят, не изменилось. Ну как не изменилось? Так, на секундочку, здесь господин Самойлов признался в совершении особо тяжкого преступления. Ушел на 51-ю статью и сбежал. Больше мы его не видели. А это человек, на основании показаний которого меня посадили. Никто этому никакой оценки не дает. Как ни крути. Я ведь честно сказал, если на меня были какие-то там попытки давления, я их привел просто как пример. Но я не буду, основываясь на них, отказываться или менять показания, потому что, слава богу, мне удалось как-то проскочить между каплями дождя. Но то, что здесь-то в суде происходит, оно должно какую-то оценку получать. Извините, почти год прошел. А мы будем опять говорить, несмотря на то, что Чернов возражал, его защитник возражал, суд не находит оснований. Как не находит? Не я же тут кого-то оговаривал. Я так, извините, пожалуйста, в самом начале, опять же, когда год назад, еще никто друг друга не знал, выражал это отношение к обвинению, я сказал, я давал все показания на стадии предварительного следствия. Все, что меня спрашивали, еще и добивался сам. Но на моих показаниях просто невозможно кого-то обвинить, и они следствию не нравятся. А второе, я сказал, я буду на основании материалов дела добиваться, доказательств своей невиновности. Просто сопоставлять то, что я говорил, не видя этих материалов, и то, что есть в материалах. Что я, собственно, весь судебный процесс и делал. Но заметьте, только сейчас, наконец, как у меня, благодаря Смолкиной, у меня пропал загранпаспорт, наконец, из оснований для моего ареста. Правда, тоже все-таки она отличилась. Это был единственный случай, когда я получил решение о продлении срока содержания под стражей до начала суда. Из газеты «Коммерсант» стало, из сайта «Коммерсант» стало известно. Но сейчас отпало, что я буду давить что уничтожать улики. Я попрошу обратить внимание, что вообще-то последние пару месяцев я все время пытаюсь сослаться на какие-то материалы дела, так мне же не дают. Мне не дают оглашать показания свидетеля обвинения. Иди, парень, не доказывай, как ты тут не виноват. И что это? Это у нас конкурентный процесс, когда там какая-то такая специфическая процессуальная правда. Здесь нам удобно, здесь нам не удобно. Поэтому если причиной моего продления содержания под стражей является тяжесть якобы мной содеяна, то это точно уже требует какой-то ревизии. Это объективно, просто потому что так есть. Что касается, я уже сейчас не помню, прозвучало это или нет, что я буду угрожать свидетелям, по-моему, я каждому свидетелю здесь задавал вопрос, я вам угрожаю когда-нибудь или нет? Ни один свидетель, включая Бухмана, который какие-то попытки в стадии предварительного следствия делал, не сказал, что когда-либо получал от меня угрозы. На чем основан? Улики уничтожать? Да я до них добраться не могу. Я все прошу, дайте. Как Фома Опискин. Я хочу любить человека, а мне не дают любить человека. Я пытаюсь к уликам подобраться, не дают же. Поэтому я не согласен, даже не по причине, я честно говорю, того, что мне тяжело содержаться или готовиться. Как видите, в итоге я и к процессу подготовился, и к делу доступ получил. Ничего, Карен Кимович как-то мне прожимал тома через администрацию, есть у меня для этого возможности все. Поэтому просто я не понимаю, почему надо какие-то приводить причины, кроме одной простой. Я не делал того, в чем меня обвиняют.
извините, я больше 3 лет сижу, ну, знаете, там, как бы я к этому не относился, вы пойдите, попробуйте сами и определитесь, нравится это или нет. И если для этого, ну, все-таки какие-то веские основания нужны. Не просто так отделаться одной дежурной фразой. Или 2. Что касается ареста имущества, я с ним тоже не согласен. Ну, по крайней мере, имущество Желонкиной, ну, по одной простой причине. Слушайте, она никаким образом не причастна к тому, в чем меня обвиняют. Скорее, ее причастность — это был способ давления на меня, которым мне угрожали. Слушайте, она и так натерпелась уже, и достаточно того, что она за мной замужем была долгое время. Это такое наказание, которого просто так не пожелаешь никому. Поэтому зачем человека сейчас мучить, я тоже не понимаю. Это как бессмысленно. Это уже даже для дела никакого не дает преимущества. То есть это просто вот заложилось в самом начале. И вот это все как паровоз катится. Но все равно это все прикатится к какому-то приговору, который на чем-то надо будет основан. В том числе и в отношении там, имущества Желонкина. А о чем? Я показал уже на материалах дела, я сослался до рубля на все сведения. Уже даже в моих взаимоотношениях с Зарубиным Москвин, сам того не желает, дал все показания, что никаким деньгам с этой фабрики, в том числе, когда я у Зарубина одалживал деньги, а я показал на основании его бухгалтерии, сам вынужден был признать Москвин, что я одалживал деньги и возвращал их. Там Метлизинг к ним вообще никакого отношения не имеет. Просто никакого. И поэтому, как мне будут привязывать эту птицефабрику, я ума не приложу. Я специально посмотрел, Борис Юрьевич на прошлом заседании так про встречу в Югоре сказал, ну посмотрел я это, тоже не понимаю, чего там на этом совещании. Ко мне-то точно там ничего не привяжет. Поэтому вот какая-то бессмысленная избыточность. Давайте, это я, знаете, когда Павлов там прыгал по камере и в восторге рассказывал, как они сейчас нас посадят, потом будут олигархов сажать. Я ему сказал, один дурак закинет камень в воду, а 100 мудрецов думают, как его достать. Ну вот все теперь сидят и думают, вы как нас посадить поприличнее, мы как не сесть надолго. Ну это какая-то такая бессмысленная ситуация. Поэтому я, конечно, возражаю, ну, основания у меня отнюдь не даже с условия содержания, нормально я содержусь, ничего. Не с таких крепких делали. А вот просто я ничего не делал за то, за что меня сажали. Это нет.